И со школьниками мы работаем с 1984 года. С 1984 года, а в 1995 году впервые появилась идея этого интеллектуального многоборья, и тогда же был создан фонд «Кредознание». С 1995 года мы регулярно проводим конкурс, мы называем «Лучший выпускник города» по 6 основным предметам. Это история, литература, химия, биология, физика, математика. То это интеллектуальное многоборье, оно как-то оказалось интересно в системе образования. И школьники, и школьные учителя с годами, так сказать, регулярно стали готовиться к этому. Конечно, мы очень рады тому обстоятельству, что фонд «Перспектива», который финансируется благодаря распоряжению правительства, знаменитому 68-му распоряжению, обратил на нас внимание, выделил больше 1 миллиона рублей. И это нам позволяет сейчас провести наш конкурс, а мы надеемся не провести, а проводить дальше тоже ежегодно, более современно, что ли. То есть планируется охватить все районы. И предварительный отбор теперь будет вестись уже с трансляцией на сайт. То есть мы надеемся, что сама эта акция, она служит популяризации знаний. Вот это самое главное, что должно произойти. Изначально конкурс задумывался как городской, и проводился он в городе Владикавказе. Но хороший пример, видимо, заразительный. Понимаете, последние годы активно участвуют, в разные годы активно участвовали с Октябрьского школьники. Последние годы я очень рад, что средняя школа селения Ольгинского дает нам победителей, что совершенно неожиданно, приятно. Появляются звездочки, которые являются призерами победителей нашей этой Олимпиады. И это здорово. Мы не всегда успеваем отслеживать победителей. Но одного я, наверное, могу выделить, нашего первого победителя. Это Иванов, он живет в Питере. Русский парень, он знаете, чем знаменит? Что он пропагандирует остинский язык. Вся система образования, как школьного, так и вузовского, в современной Российской Федерации сильно пошатнулась. Вся система образования, как школьного, так и вузовского, в Северной Осетии сильно подсела. И мы с грустью об этом говорим. Начиная с 80-х годов ценность образования упала, и это связано было наверняка с развалом Советского Союза. То есть, когда в обществе проходят такие могучие вещи, как развал целой страны, то бесспорно страдает и образование, и здравоохранение, и культура, и прочее, и безопасность. Поэтому образование наше пострадало. Но сейчас, когда мы переживаем уже 16-й год 21 века, нам надо как-то объединить наши усилия и искать новые какие-то пути поддержать нашу молодежь. Умные люди тянутся разумному. Я бы обратил внимание еще на одну удивительную поговорку. Дети не всегда слушают своих родителей, но, как правило, им подражают. Поэтому, я думаю, взрослые люди своим поведением должны давать сигнал тому, что в 21 веке настоящее развитие дает только образование. Бесспорно, мы благодарны Министерству образования, бесспорно благодарны фонду «Перспектива». Но хотелось бы обратить внимание деловых кругов к тому, чтобы они активнее спонсировали образовательные акции. По примеру того, как наши бизнесмены поддерживают спорт. Каждый человек, каждый здравомыслящий пытается кому-то помочь. То есть спонсорство – это такое же естественное состояние человека, как дыхание. Единственное, что нужно нарабатывать традиции. Это очень важно. А сомнений в том, что каждый человек, у которого появляется хоть какая-то лишняя копейка, он обязательно хочет кому-то помочь. Это обычное явление. Когда-то много лет назад я передачу слушал телевизионную, и на вопрос, почему надо хорошо учиться, японская школьница, малюсенькая девочка, сказала: надо хорошо учиться, чтобы как можно больше было умных людей в Японии. А теперь мой призыв: надо хорошо учиться, чтобы как можно больше было людей умных в Осетии.